Первым о проделанной работе отчитался глава Галского района Константин Пилия. Он рассказал, что общий объем бюджетных поступлений составил 56 миллионов при плане 48 миллионов. Перевыполнение составило 115%. В 2022 году задолженность за электроэнергию составила 36 миллионов 186 тысяч рублей. Жителям Галского района оказывается помощь в проведении полевых работ. Стали приходить частные инвестиции. Константин Пилия рассчитывает, что в район будет вложено порядка 1 миллиарда 208 миллионов рублей. Исполнение бюджета от Кварчалского района за 2022 год составило 105%. До 80% бюджета пошли на выплату заработной платы и социальных пособий. Задолженность за потребленную электроэнергию составляет 54,7 миллионов рублей. В районе реализуется ряд проектов по программе Минсельхоза. Они касаются выращивания цитрусовых и животноводства. Самый большой – строительство цеха по переработке сельхозпродукции. Теперь хочу остановиться на том, что проделано в 2022 году из средств местного бюджета и из средств республиканского бюджета при поддержке президента, правительства страны. Началась реконструкция Кварчальского районного рынка общей сметной стоимостью 20 миллионов 838 тысяч рублей. Профинансировано уже 18 миллионов 625 тысяч рублей. Работы ведутся. Также проведен капитальный ремонт ограждения вокруг второй средней школы сметной стоимостью на 1 миллион 904 тысячи рублей. Проведена реконструкция Центрального городского парка сметной стоимостью 10 миллионов 851 тысяча рублей. Это при поддержке Минфина, республиканского бюджета. Ашва также рассказал, что за счет средств государства сейчас в Кварчалском районе ведутся работы по реконструкции улицы Шавгенова. В Центральном городском парке установлена детская площадка, проведено озеленение территории. В перспективе благоустройство детского парка по проспекту Свободы. Доходная часть бюджета Учимчирского района при годовом плане 133 миллиона выполнена на 172 миллиона 614 тысяч рублей, что составляет 131%. Глава Учимчирского района Беслан Бигвава рассказал, что в городе Очимчира в районе морпорта построен завод по производству сухих строительных смесей. Производственная мощность завода 1800 тонн в год. В настоящее время там работают 15 человек. В дальнейшем предполагается увеличение мощности до 6000 тонн и числа работающих до 25 человек. Также в селе Дзюбжа агрокомплекс ООО «Золотой берег» планирует создание фермы по разведению мидий, устриц, пресноводных и морских креветок. В 2021 году введен в эксплуатацию санаторно-курортный объект «Золотое руно». Черноморская жемчужина, которая сейчас строится, это 16-этажное здание. В эксплуатацию они в мае месяце должны уже ввести. Объем инвестиций составляет на сегодняшний день 300 миллионов, и сейчас составит 350 миллионов до завершения. Значит, санаторно-курортный объект проведен. Санаторный кемпинг «Галенка», это село Киндух. Донат 9 коттеджей, город Очамчира. ООСАИ 9 коттеджей, город Очамчира. На стадии строительства у нас еще и по выделению земли порядка 10 объектов. В рамках инвестиционной программы 2022 в районе реализовано 7 проектов на общую сумму 320 миллионов рублей. Это устройство автодорожного покрытия в селах Мук, Маркула. Также введен в эксплуатацию детский сад, сделан капитальный ремонт распределительных сетей. Построены водозаборное сооружение в селе Мук и контейнерная площадка. Доходная часть бюджета Гулрыбжского района за 2022 год выполнена на 105%. Собственные доходы района составили 91 миллион рублей, при плане 78 миллионов. В районе, как и в других, реализуются проекты по инвестпрограмме. По словам Аслана Барателия, прослеживается динамика частных инвестиций. Закончена процедура приватизации частного инвестиционного проекта дома отдыха Агудзера. В ближайшее время начнется восстановление и реконструкция объекта. Это самый крупный объект на нашей территории, 18 гектаров составляет его площадь. На стадии разработки проектно-сметной документации строительства морского порта в селе Бабушара и реконструкция Сухумского аэропорта в перспективе обеспечит увеличение притока туристов. Я больше чем уверен, что в ближайшие 2-3 года мы перестанем брать дотации с республики, мы станем расходную часть покрывать за счет собственных доходов. Мы порядка 200-300 миллионов, я думаю, будем зарабатывать сверх того, что мы сегодня имеем, 91 миллион, зарабатывать самостоятельно.
В 2022 из резервного фонда президента жителям района, пострадавшим в результате стихийного бедствия, было выделено более 5 миллионов рублей. Также из резервного фонда президента профинансирован капитальный ремонт кровли в школе Кацыкыт на сумму 3 миллиона 800 тысяч. Бюджет города Сухум в 2022 году по доходам составил 1 миллиард 747 миллионов, по расходам 1 миллиард 565 миллионов. По факту в бюджет поступило 1 миллиард 619 миллионов 700 тысяч рублей. 103 миллиона 300 тысяч, Аслан Георгиевич, по вашему распоряжению, которые деньги поступили, по просьбе, которые документы, прошедшие комиссию по чрезвычайным ситуациям Кабинета министров, представлены документы, обработаны. И я до этого как-то докладывал, что мы городскими возможностями более 20 миллионов потратили на эти мероприятия. Значит, через Кабинет министров ваше распоряжение 103 миллиона 300 тысяч. Значит, сейчас уточню цифру. 59 миллионов у нас деньги пошли на адресную помощь. 420 адресов получили материальную помощь в виде денежных средств. И 43 миллиона, и тоже из вашего резервного фонда, ну, если брать 103 миллиона, все вместе, они пошли на ремонтно-восстановительные работы по остаткам, где мы не осилили, и прошедшие через комиссию по чрезвычайным ситуациям. Все сделано. В принципе, на сегодняшний день не остается ни одного домовладения по тем стихийным бедствиям, которые были в 2021 году. Далее о проделанной работе за 2022 отчитался глава Сухумского района Алхас Читанава. При плане 159,8 миллионов рублей фактическое поступление составили 149,7 миллионов рублей. У нас наблюдается дефицит доходной части бюджета. Динамика роста есть небольшая, 102%, суммарно это 3,5 миллиона рублей. Расходная часть также выполнена на 95%. Относительно вопроса причин, по которым образовался этот дефицит, организация, которая в плановых цифрах значилась, свои обязательства не смогла выполнить, это Район-Абхазия. Сумма выпавших налогов составляет 22 миллиона рублей, это 100% местный налог на прибыль. Ввиду этого образовался указанный мной выше дефицит. В Гудаутском районе выполнен ряд работ, связанных с укладкой дорожного покрытия, энергетикой и водоснабжением. Реализуются проекты инвестпрограммы. Кроме того, в районе проекты активно реализуют местные предприниматели. В 2022 из республиканского бюджета в Гудауту было выделено 274 миллиона рублей субсидий. Резервный фонд президента. Это 74 миллиона 507 тысяч рублей. Резервный фонд Кабинета министров 4 миллиона 682 тысяч рублей. Исполнение собственных доходов за 2022 год без учета средств, выделенных из резервного фонда президента и Кабинета министров, составило 110,6%. Расходная часть бюджета Гудаутского района при годовом утвержденном плане 525 миллионов 207 тысяч. В уточненном плане 776 миллионов 364 тысяч составилось за отчетный период. В Гагарском районе прогнозируемые параметры экономики характеризуются положительной динамикой. Ожидаемый совокупный объем производства составит около 20 миллиардов 800 миллионов рублей. Активно развивается туристическая отрасль. В 2022 в районе проведены работы по асфальтированию улиц, укладке тротуарной плитки, благоустроен Приморский парк, проведен ремонт сети водопровода, ремонт в школе села Лодза и детском садике. В рамках встречи также отчитались мэры Афона и Пицунды. Выслушав отчеты, глава государства дал ряд поручений главам администрации и членам правительства. Президент обратил внимание на высокий уровень безработицы в районах. Уровень безработицы в Гальском районе 69%, в Ачимчирском районе 85%, в Гудаутском районе 81%, в Спарчели 85% безработных от количества трудоспособного населения. В Сухумском районе 87%, это самая большая цифра. В Кулибском районе 53%, в городе Сухум 40%. И в Гагре сейчас мы вывели тоже около 65% безработных. Вот это самая главная проблема. Как ее решить? Решение этой проблемы, Беслан Цыбович,
является ключевой. В связи с этим даю правительству поручение. Сроки исполнения поручения чуть позже мы назовем. А именно, людей необходимо занять работой. У нас есть программа развития, мы ее подписали. Не считаю лишним, а считаю в дополнение этой программы изучить, как у нас обстоят дела с производством, выращиванием цитрусовых. Дайте поручение главам районов. Каждый глава должен знать в советское время, какие объемы производились, на каких землях, какие колхозы и совхозы. Давайте перед собой поставим задачу достижения вот этих показателей. Цитрусовая ликвидная продукция. Ликвидная продукция. Деньги нужны? Конечно, нужны. Конечно, нужно привлечь инвестиции. Давайте посчитаем, сколько денег туда нужно привлечь. Давайте подготовим инвестиционные проекты для привлечения этих инвестиций. Давайте посмотрим, у кого эти земли сегодня находятся в аренде. Давайте подумаем, как им можно помочь. Если им нельзя помочь, то они сами себе пусть помогают. Давайте сделаем так, чтобы наша земля нас кормила более обильно. Если земля способна при правильных технологиях давать урожайность высокую, мы должны за это бороться. Давайте в рамках одной культуры разберемся, почему мы имели возможность в советское время выращивать больше 100 тысяч тонн, а сегодня у нас эта цифра как минимум в 2 раза меньше. В причинах этого и поэтапно начнем решать эту проблему. Мы же хотим, чтобы у нас не было оттока сельских жителей в города. Но каким-то образом людей надо задействовать. Это и крупные предприятия могут. Помощь мелким предприятиям и по 2 гектара, и по 3 гектара. Здесь надо смотреть. Дорожная инфраструктура Абхазии должна быть налажена к 1 мая, отметил Аслан Бжани. На восстановление освещения на трассе Псол-Сухум выделено около 120 миллионов рублей из инвестпрограммы. На эти деньги планируют заменить все светильники, заказать 5700 плафонов, 300 опор и отремонтировать трансформаторы, обеспечивающие освещение дороги. Аслан Бжани дал поручение премьер-министру и вице-премьерам ввести в практику непосредственное общение с главами администраций. Министерством экономики и сельского хозяйства главам районов поручено предпринять максимум усилий для поиска и привлечения инвестиций в сельскохозяйственную отрасль. Гугуца Вардани, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.